Друзья, еще раз всех приветствую. Спасибо большое за поддержку в предыдущем ролике про то, что на один из роликов кинул жалобу Сергей Тихий. Многие подписчики поддержали наш канал «Шаг». И хочу ответить на несколько комментариев, которые писали Сергей и его супруга Виктория. Они не раз упоминали в комментариях, что ролик я украл. Воруют — это когда взяли вещь и украли. Все наши ролики поддаются монтажу, будь то легкий монтаж, либо сильный монтаж, но они поддаются монтажу. Объясню, для чего это делается. Ролик, который смонтирован, в котором где-то убраны шумы, где-то добавлен звук, его приятнее смотреть. Соответственно, вероятность просмотра такого ролика массовой аудитории выше. Соответственно, популяризация всех новостей и любой информации о шамане тоже выше. Вот именно эту цель преследует канал, а не цель у кого-то что-то своровать. Затем писали неоднократно, что нужно было попросить. Сейчас точно не вспомню, но, наверное, год назад, может быть, чуть больше, я Сергею писал. Он сказал: да, можешь брать мои ролики. Единственной моей ошибкой было то, что я не указал ссылку на канал Сергея. Я эту ошибку исправил, за это я хочу попросить прощения. Но за все остальное я не считаю себя виноватым. Многие пишут, что вот у Сергея этот ролик набрал 2000, а у тебя набрал 30 тысяч. Но для этого, собственно говоря, все и создавалось. Я понимаю, что у Сергея, возможно, нет данной аппаратуры, данной техники, чтобы монтировать ролики. Но именно для этого канал и создан, еще раз повторяюсь, сделать видео более информативным и более приятным глазу для зрителей. Вы поймите, ролик, который снят в тумане, с шумами, его не посмотрит многотысячная, а тем более многомиллионная аудитория. Вы посмотрите на наше центральное телевидение, там все монтируют и делают профессионалы, и поэтому им удается залезть в головы миллионов людей и внедрить свою информацию и свою пропаганду. Конечно же, наш канал не сравнится с телевизионным, но мы прилагаем немало усилий, чтобы улучшить картинку, улучшить изображение и сделать видеоролик более интересным и более привлекательным для новых зрителей, для старых зрителей, соответственно, для распространения информации. Всем спасибо за внимание. Жалоба на ролики так и висит. Сейчас 13 мая, завтра будет 14. Что будет с каналом, я не знаю. Если что, внизу есть ссылка на резервный канал, можете переходить пока туда. Потому что каким образом расценит YouTube эту жалобу, я не знаю. Может быть, будет полностью канал удален, может быть, будет удалено видео. Но тем не менее, если будет удалено только видео, все равно жалко. 36 тысяч зрителей, которые видели этот ролик, больше никогда его не увидят. Соответственно, новые зрители тоже его не увидят. Всем спасибо за внимание.